Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Послы стран Евросоюза согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Новость под этим заголовком на прошлой неделе произвела довольно большое впечатление на пользователей социальных сетей, которые стали ее комментировать, выражать свое несогласие с таким положением дел и всячески обсуждать. Нам захотелось разобраться подробнее, о чем конкретно идет речь. Вот именно это сообщение публикация на официальном сайте Совета Европы от 12 октября и стало поводом для озабоченности. В этом сообщении говорится о том, что послы стран Евросоюза договорились не признавать загранпаспорта, выданные на так называемых оккупированных территориях Украины и Грузии. Очевидно, что тут имеются в виду как ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье и Крым, так и Абхазия с Южной Осетией, независимость которых Россия признала в 2008 году. И хотя в самом исходном сообщении говорится о том, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Европарламенте и окончательного решения пока по нему нет, многие представители общественности уже на него откликнулись и считают, что такие решения по мягкой мере абсурдны для позиционирующей себя демократичной Европы. В Совете ЕС отметили, что некоторые страны Евросоюза по отдельности уже решили или находятся в процессе принятия решения не признавать такие документы. 4 региона Украины вошли в состав России по итогам прошедших в конце сентября референдумов. В Евросоюзе заявили, что не признают итоги этих голосований. Брюссель не принимает российские паспорта, выданные в Крыму после 2014 года, а после признания Москвой в феврале независимости ДНР и ЛНР послы Евросоюза решили не признавать выданные и в этих регионах российские документы. После того, как российские войска частично взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области, там стали выдавать паспорта граждан России. Глава европейской дипломатии Боррель летом предупредил, что Брюссель не будет признавать эти документы. В контексте всей этой истории, так сказать, под раздачу попали и паспорта граждан России, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Решение о том, что документы, выданные на территории Абхазии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, усугубляет изоляцию Абхазии. Уверены многие комментаторы этой новости, и под хэштегом Stop the Isolation of Abkhazia многие делали публикации на эту тему. Это новый виток западной политики непризнания Абхазии, считает юрист Саид Гизердава, откомментировавший новость агентства социальной информации АПСН. Мне кажется, эта политика перестала различать нюансы ситуации, хотя у обладателей таких паспортов всегда были сложности с посещением стран Шенгенской зоны. Очевидно влияние Грузии на данное решение, считает Гизердава, который откровенно в своих интересах пользуется ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии, сказал он. Фактически эта политика превращает граждан и жителей Абхазии в заложников текущих геополитических процессов, уверен Гизердава. Эксперты и аналитики озадачены тем, как Грузии удалось привязать свой кейс к украинскому. Об этом в комментарии к тем же сообщениям на странице агентства социальной информации пишет содиректор Центра гуманитарных программ Ляна Кварчелия. Цитата. «Информационная политика Грузии, направленная на внешний мир на фоне двойных стандартов Европы, дает свои плоды», отмечает Ляна Кварчелия. Непростительное отсутствие адекватной информационной политики в Абхазии еще больше усугубляет негативное восприятие абхазов в мире, отмечает Кварчелия. Об этом и других темах мы поговорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Таня, который, кстати говоря, поделился также с нами и своим опытом наблюдателя за референдумом в ДНР. Смотрите интервью с ним. Кан, здравствуйте, рада вас видеть вновь. Кан, в
в сегодняшней передаче мы хотели обсудить можно сказать, тот резонанс, который вызвало решение послов Евросоюза о том, чтобы перестать относиться к нашим документам, имеется в виду загранпаспортам, которые выдала Россия, как к документам, по которым можно передвигаться, получать визу шенгенскую и так далее. Естественно, что такое решение, оно как минимум кажется нам странным. Во-первых, как вам кажется, с чем оно связано, и вот ваше личное отношение к этому? Да, спасибо. Действительно, новость странная. Ну, на мой взгляд, она вызвала резонанс, потому что в первую очередь послы стран ЕС согласовали непризнание российских паспортов, загранпаспортов, выданных на новых территориях, в новых субъектах РФ, то есть это новые республики и 2 области. Вот, и напомнили также, что вот и мы такие же паспорта не признаем, выданные в Абхазии и в Южной Осетии. Ну, на мой взгляд, это чисто политическая новость. Насколько она возымеет практический эффект, это мы будем смотреть чуть позже, когда ситуация с выдачей виз, ну, допустим, шенгенских виз в российские паспорта нормализуется, потому что на сегодняшний день, как вы знаете, этот процесс ограничен. Вот. Но что касается конкретно Абхазии, можем говорить, что для нас это не новость, потому что еще в 2008 году послы стран ЕС заявили то же самое, но, как вы знаете, в общем, на какой-то период это заявление оно действовало, но дальше оно, в общем, было как-то либо забыто, либо закрывали глаза на это. Ну вот с практической точки зрения сложно реализовать такое вот решение. Потому что паспорта, российские паспорта, загранпаспорта, как мы все знаем, они 2 типов. Значит, первый тип это старый образец, который выдается, ну, в случае с Абхазией, да, он выдается непосредственно в посольстве, и местом выдачи указано посольство России, Абхазия. Заграничные биометрические паспорта, они, собственно говоря, выдаются, их данные посылаются в Москву напрямую, и местом выдачи в паспорте указывается, ну, не посольство России в Абхазии, а ну, какой-то другой код присваивают. Поэтому у нас никаких проблем не было. Вот визы выдавали в такие паспорта и выдают, и уверен, будут выдавать. Да, но это все-таки даже немного технически более вопрос, учитывая, что еще, в принципе, как я поняла из самого сообщения на официальном сайте Совета Европы, там не говорится об этом как об утвержденном каком-то решении, это еще должен вообще-то рассмотреть Европарламент, это должно быть утверждено. В принципе, все, нет какой-то окончательной точки, да, в этом вопросе, это уже если говорить о технической стороне вопроса, но а если говорить немного о другой стороне вопроса, о том, что вот в этой связи делает Грузия, как она пытается увязать украинский кейс со своим кейсом, да, то есть имеется в виду, как она позиционирует вот это и, получается, в принципе, делает какую-то информационную войну, то есть информационную пропаганду, увязывая свои какие-то нерешенные проблемы с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Как вам кажется, вот в этой связи, насколько вообще целесообразно вот это связывать, и когда понятно, что решение больше принято о Запорожье, о Херсоне, о ДНР и ЛНР, а мы пошли как будто бы в связке. Вот насколько это оправдано? Ну, нам на самом деле эта ситуация подтверждает в очередной раз, что подобные решения, они принимаются по определенному сценарию, который разрабатывался и был утвержден сразу после 2008 года. Лично я в этом убежден, что это с подачи и при консультации специалистов из США. Ну, где-то вот какой-то единый центр принятия решений, разработали стратегию определенную и по ней идут. Это такие, я так выразился, как грузинские лекала, да, но на самом деле это не грузины увязывают это с Абхазией и Южной Осетией, ситуацию с новыми, субъектами РФ,
Это вот какой-то единый центр, который принял такое решение еще в далеком 2008 году. Решение, которое представляет Грузию, значит, ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую области в качестве жертв. То есть Грузия позиционирует себя в качестве жертвы России, российской агрессии и так далее. То же самое сегодня пытаются сделать с новыми субъектами РФ, да, что их жертвами представить, Украину представить жертвами российской агрессии. Но ситуация, мы же все прекрасно знаем, что ситуация ровным счетом да наоборот, что Грузия была агрессором в отношении Абхазии, и Украина была агрессором в отношении ДНР, ЛНР. То есть кто бомбил все эти годы? Естественно, что бомбила Украина, а не Россия, эти вот области вышеперечисленные. Поэтому это вот такая политическая игра информационная, война даже. И ни для кого не секрет, что сегодня фактическая война, она настолько же важна, насколько и информационная, а зачастую даже и превалирует. Поэтому нам в такой ситуации нужно лишь активизироваться на всех возможных международных площадках, где мы присутствуем, где есть возможность донести объективную точку зрения до международников, говорить об этом, заявлять, не стесняться, рассказывать правду. В любом случае, правда-то на нашей стороне, мы понимаем, как все было, мы знаем это, мы переживаем это и живем такой жизнью, поэтому рано или поздно, в любом случае, справедливость восторжествует, но нам нужно активизироваться в этом направлении, и мы, вот, исходя из всех возможностей, которые есть, везде говорим об этом на разных языках. Кан, а как это вяжется все с пресловутыми демократическими ценностями? Вот с этой точки зрения, да, вот ограничение права людей на передвижение вообще, мне кажется, в Европе, которая, в принципе, считается, можно сказать, оплотом сейчас демократии, по крайней мере, позиционирует себя так. Да, позиционирует себя так, и в общем-то, другие страны не мерят по развитию демократии, по развитию цивилизации, как раз-таки соблюдением, по степени соблюдению прав человека. Сегодня, и не только сегодня, на самом деле, двойные стандарты, к сожалению, абхазское общество наизусть уже выучило эти двойные и тройные стандарты, и мы прекрасно знаем, что это такое, и вот это очередное просто подтверждение двойных стандартов, что кому-то в отношении каких-то стран, значит, союзников США и стран Европейского Союза, им можно все нарушать, а другим нельзя. Это опять-таки политика, и тут нарушение статьи 13 Всеобщей декларации прав человека налицо о свободе передвижения, да. Она налицо, и это лишь одно из многочисленных нарушений прав человека на самом деле. Как это прокомментировать? На самом деле, двойными стандартами. Кан, а еще я знаю из вашего телеграм-канала, это другая тема, но тоже интересно, может быть, вы вкратце об этом расскажете, о том, что вы были на Донбассе в качестве, если я правильно все поняла, наблюдателя за референдумом, который там происходил, параллельно с другими референдумами новых областей, которые уже вошли в состав России. Расскажите о ваших впечатлениях, с кем вы там были, как все проходило, немножко, если можно, вкратце. Да, вкратце, по приглашению ЦИКа ДНР прибыл, значит, на Донбасс в качестве международного наблюдателя. Я был в составе большой делегации других международных наблюдателей, в частности, с итальянской делегацией. В ней же был посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани, которого у нас все хорошо знают. Мы наблюдали, значит, за ходом референдума непосредственно в Донецке, в пригороде Донецка, Харцизске, в Амвросиевке. Посещали избирательные участки, как стационарные, так и выносные.
Ну, что сказать, несмотря на угрозу бомбежек, в принципе, на угрозу жизни, можно сказать, люди массово выходили и голосовали, не заметили никаких нарушений, наоборот, несмотря на всю сложную ситуацию, улыбки на лицах людей, хорошее настроение, такое на избирательных участках, так вообще праздничное настроение создавали организаторы, все было на самом деле очень оперативно и хорошо организовано на высоком уровне. Вот. Мы участвовали там и в пресс-конференциях, и в пресс-подходах, делились своим мнением с местными СМИ и журналистами. Ну и вот, конечно же, ну, для меня, скажем так, не было удивлением, что то вот ощущение людей, да, вот это, знаете, приблизительно ощущения были и настроение было схоже с 26 августа 2008 года в Абхазии. Вот что-то вот приблизительно такое, когда общались с людьми, что для вас сегодняшний день означает вот этот вот референдум. Ответы были практически все идентичные от разных абсолютно людей, разных возрастов. Все говорили о том, что наконец-то стабильность, наконец-то безопасность, наконец-то мы сможем планировать свое будущее, будущее своих детей. Ну и, конечно, люди радовались возвращению на свою историческую родину, присоединению к исторической родине. Вот. А иностранцы, которые вот были тоже международными наблюдателями, они, конечно, были удивлены тем, что люди не боятся идти голосовать, несмотря на то, что где-то вдалеке были слышны постоянно и взрывы, и выстрелы. Но это вот первое, что, значит, поражало людей, вот их стремление, их желание наконец-то вот освободиться, да, от, скажем так, украинского гнета. Вот, поэтому вкратце такие впечатления положительные. Конечно же, огромную работу проделали в республиках, в областях по организации референдума. И как показали результаты, он был проведен не зря, потому что люди действительно хотели воссоединиться со своей исторической родиной. Кан, огромное вам спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы, за ваш комментарий тоже. Спасибо. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.